Европы, бывший генерал, вообще-то большой друг России, сказал мне, что он не понимает, почему российская власть так поступает. Ведь если солдаты сражаются за Россию, за благородное дело, сказал он буквально дословно, их имена должны быть золотыми буквами выбиты, скажем, на досках, мемориальных досках, а российская власть скрывает эти имена. Здесь этого не понимают. Это такое, как они считают, презрительное отношение к собственной армии. Вот сегодня это произошло, кстати, благодаря в том числе и репортажу НТВ в итогах, который здесь сегодня получил отклик буквально во всех телеканалах и во всех газетах. Все ссылаются на вашу передачу, поскольку впервые были обнародованы такие страшные цифры. Вы имеете в виду репортаж Бориса Соболева, воскресный репортаж, в котором был показан центр, куда привозят трупы погибших солдат при военном госпитале в Ростове-на-Дону? Да, ровно этот репортаж, который, кстати, многие здесь не видели, но распечатка этого репортажа или ссылки на этот репортаж появились во всех российских, французских, конечно, влиятельных газетах, и сегодня депутаты это цитировали друг другу. Ну, а все-таки какие аргументы приводят депутаты парламентской ассамблеи, члены делегации, которые собрались на парламентскую ассамблею Совета Европы, какие аргументы против того, что делает российская армия в Чечне? Ну, во-первых, надо честно сказать, что у многих депутатов, с которыми, во всяком случае, мне удалось беседовать, есть собственный опыт, если не борьбы с терроризмом, то, во всяком случае, взаимодействия с терроризмом. Это французы, это испанцы и это англичане. Есть проблема Корсики во Франции, есть проблема басков в Испании, есть проблема Северной Ирландии в Великобритании. И вот эти депутаты, некоторые из них просто участвовали в переговорах, они уже старые, убеленные сединами, они уже, так сказать, лет 20 этим занимаются, говорят: мы начинали с того, что воевали с ними, мы начинали с того, что убивали их, мы начинали с того, что отказывались с ними говорить, и все равно мы приходим к тому, что с их главарями, с их идейными вождями необходимо вести переговоры. Вы этого не понимаете, почему вы не учитесь на наших уроках, почему вам нужно пройти этот путь военной борьбы, а не политических переговоров. Вот этого они не понимают. И, конечно, все говорят, что необходимо вести политические переговоры, и называют только одну фамилию, которую они знают, наверное, это имя Аслана Масхадова, который здесь, в Страсбурге, всеми считается легитимно избранным президентом. Напомню, что на избрании Масхадова были представители ОБСЕ, которые признали, что выборы Масхадова были демократическими, и которого признало российское государство в лице бывшего президента Бориса Ельцина. Они не понимают, почему мы не ведем переговоры с Масхадовым, который, как здесь считают, контролирует треть боевиков, треть вооруженных людей в Чечне. Аргумент, что это террористы, сегодня воспринимается здесь, в Страсбурге, но при этом большой шум наделало выступление бывшего премьер-министра Степашина, который, видимо, в Москве или, ну, во всяком случае, в России дал интервью, что, оказывается, вторжение в Чечню готовилось задолго до взрыва в Москве, задолго до вторжения в Дагестан. Они считают, что все равно Россия пойдет на переговоры с Масхадовым, но сейчас из-за политической конъюнктуры, я цитирую почти дословно влиятельнейших депутатов, из-за президентских выборов Россия на это пойти не может. И они прямо связывают войну в Чечне с успехом Владимира Путина на президентских выборах в марте 2000 года. Ну и последнее, наверное, о чем я успею вас спросить, пока у нас с вами есть возможность связи в эфире. Все-таки ваш прогноз, будут ли подтверждены полномочия российской делегации, с учетом того, что, насколько мне известно, на уровне комитетов и комиссий все-таки была уже дана рекомендация соответствующая. И второе, все-таки какая резолюция будет принята по данному вопросу? Я думаю, что, скорее всего, полномочия российской делегации будут подтверждены. Это правда. С Россией никто не хочет разрывать здесь отношения. Россию скорее боятся, чем уважают здесь, к сожалению, к величайшему сожалению. Все-таки хотелось бы, чтобы мою страну, нашу с вами страну не только боялись, но и уважали. Что касается резолюции, она будет взвешенная, умеренная, и там будет записано, что Совет Европы просит Россию, это будет принято абсолютно точно, приступить к политическим переговорам
к политическому, вернее так, решению проблемы Чечни, признавая, что Чечня является составляющей частью России. Здесь никто не ставит это под сомнение. Тем не менее, будет настойчивая просьба, скажем так, просьба перейти к политическому урегулированию проблемы. И я абсолютно уверен, что в этой резолюции будет назван срок, который дается России. Это будет либо апрель, либо июнь. И Совет Европы вернется к вопросу членства России в Совете Европы в апреле или в июне, в зависимости от того, что будет делать Россия на Северном Кавказе. Спасибо, Алексей. Я напомню, у нас на связи в прямом эфире был главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который сейчас находится в командировке в Страсбурге на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. Еще раз спасибо, Алексей. Сейчас я хочу обратиться к участникам нашей сегодняшней дискуссии: Алексею Митрофанову и Алексею Арбатову, повторяю, депутатам Государственной Думы нового созыва. Как вы оцениваете реальность введения каких-то санкций против России? Каковы могут быть их последствия? Начнем с вас, Алексей Валентинович. Я думаю, что здесь надо относиться ко всему спокойно, потому что Запад больше нас, может быть, еще заинтересован в открытых дверях в Россию. Никогда они не закроют двери. Они будут, конечно, маневрировать политически, нас чуть-чуть прижимать, нас немножко толкать, нам говорить, создавать нетерпимую атмосферу в средствах массовой информации. Но ничего серьезного они не сделают. Слишком большая и великая страна, слишком напичканы мы ядерным и иным оружием, слишком представляем большую угрозу военную для Запада. И просто есть объективные параметры. Огромная территория, природные ресурсы, население, ну и так далее. Положение в Европе, история противостояния Запада. Поэтому это все маневры политические. Здесь нам надо быть спокойными. России ничего абсолютно не грозит. Вот кому грозит, может быть, это той элите, которая очень сильно связана с Западом. Я считаю, что это сигнал ей. Я думаю, я здесь ничего нового не открою, что, конечно же, за время перестройки и нового хозяйствования ряд людей связаны бизнесом с Западом, да, связан и идейно, может быть, с Западом, здесь ничего такого нет. Вот у этих людей могут быть проблемы, потому что отношение к ним на Западе, естественно, ухудшится. Им как бы говорят: ребята, наведите у себя порядок, иначе мы к вам будем плохо относиться. А России как стране ничего не грозит абсолютно. Невозможно это сделать, это физически невозможно. Но с другой стороны, мы должны понимать такую вещь. Против нас ведется, я не говорил бы там война, там, это плохое слово, конкурентная борьба, это нормально. Мы крупное государство, представляющее собой довольно самобытную, так сказать, цивилизацию, да, и, естественно, нас не любят и никогда не полюбят на Западе. Вот это надо правильно понять. Если бы не было Чечни, то говорили бы о следе КГБ, о русской мафии, о Жириновском говорили 3-4 года назад. Все время говорили о том, что вот в России не все хорошо, понимаете? И связано это просто с конкурентной борьбой. Мы должны прекрасно понимать, что есть в мире конкурентная борьба и будет всегда. Или мы должны построиться, как Чехия, Венгрия и так далее, под Запад, и получать просто указания из Госдепа прямые, либо, да, нам придется вести сложную вот такую вот политическую, дипломатическую борьбу. Если я вас правильно понял, вы исключаете возможность введения серьезных санкций против России, экономических прежде всего? Я исключаю такую возможность серьезного изменения. Да, будут некоторые меры демонстрационного характера, как вот сейчас там с делегацией. Дальше на апрель будет отложено обсуждение этого вопроса. Запад будет в средствах массовой информации нас толкать, но серьезно ничего не произойдет. И невозможно. Они заинтересованы в этом, они боятся. Понимаете, много лет 3, 4, 5 человек из Политбюро в абсолютно закрытом обществе советском могли уничтожить весь мир. И Запад дорого отдал для того, чтобы проломать эту дверь, чтобы какая-то прозрачность, транспарентность была, чтобы видеть это общество. Что он сам закроет эту дверь? Никогда в жизни. И перспектива исключения России из Совета Европы тоже в реальности нам не угрожает.
будут нам угрожать тем, что могут исключить. Я думаю, что на такой крайний шаг они не пойдут. Зачем? Ну и потом надо прекрасно понимать, что такое Совет Европы. Это такое, в общем, собрание, которое занимается в основном правами человека там, и прочее. В общем, оно больше имеет такое политическое, демонстрационное значение, да, а не большой смысл для реальной политики. А это разве мало? Это хорошо иметь, в том числе это, но когда мы сопоставляем, с одной стороны, территориальную целостность государства, а с другой стороны, то, что нас где-то не полюбят в каком-то клубе, это вещи несопоставимые. Вот Алексей американист, его батюшка был крупным, и есть крупный специалист по Америке. Вот пусть он скажет, что бы американцы делали, если в штате Юта возникла такая ситуация. Ну, вот. Естественным образом слово переходит к да. вам, Алексей Георгиевич, и ответьте на этот вопрос и вообще, пожалуйста, изложите вашу точку зрения. Вы согласны с вашим сегодняшним собеседником или оппонентом, возможно? Если бы у американцев это случилось в штате Юта, и они предприняли бы массированную военную операцию в течение полгода и потеряли бы там 1000 человек убитыми и 3000 ранеными, я думаю, что ни президента США, ни все, кто ему советовал такую операцию предпринять, уже давно бы не было. Американское общество просто не допустило бы этого. Я хочу напомнить, что когда Соединенные Штаты и антииракская коалиция проводили операцию «Буря в пустыне», то они разгромили полумиллионную армию Саддама Хусейна, освободили целое государство Кувейт и потеряли при этом 90 человек убитыми. В недавней войне в Югославии, которая, безусловно, со стороны НАТО являлась актом неприкрытой агрессии, они потеряли одного пилота, и то не в боевых действиях, и поставили на колени Белград. Так что речь идет о том, не только о том, что Соединенные Штаты не допустили бы такой ситуации изначально в каком-либо из своих штатов, а во-вторых, в том, что они никогда не пошли бы на такого рода решение проблемы. Вот 100 лет назад у них была проблема аналогичная, когда шла война севера и юга, по поводу попытки юга отделиться, и они потеряли... 150 даже, можно сказать. 100 с лишним, во всяком случае. Почти 100-150. Какими методами они навели порядок? И они вели жесточайшую войну, потеряли 1 миллион человек, вот этих унесенных ветром американцев. До сих пор это считается величайшей национальной трагедией, но это 150 лет назад. Совсем другое время, совсем другими критериями подходили тогда и к применению силы, и к своим потерям. Теперь по поводу... Значит, отвлечемся от американцев, пускай они занимаются своими делами. Давайте вернемся к нашим. То, что на нас сейчас оказывается такое давление, это совершенно понятно. В каком-то смысле Запад оказался заложником той войны, которая имела место на Балканах. Там, в Косово, была примерно такая же ситуация, как у нас в Чечне. Конечно, в каждом случае есть своя специфика, но модель та же. И НАТО пошло на прямое применение силы. Противоправное, незаконное, варварское, я бы сказал, с огромными сопутствующими потерями среди мирного населения Югославии. Но тем самым они сами себя завлекли в ловушку. Они не могут сидеть и смотреть, сложа руки, закрывать глаза на то, что происходит сейчас в аналогичной ситуации в России. Потому что иначе те моральные стандарты, которыми оправдывалось вмешательство в Югославии, будут поставлены сейчас под сомнение. А это означает тяжелейший удар по НАТО и по всем руководителям НАТО, которые виновны в той агрессии. Начинается давление на Россию. Я бы не подходил к этому так благодушно, как мой коллега, потому что они не могут не обращать внимания на общественное мнение, на вот эту вот аналогию, которая с недавней ситуацией в Югославии совершенно у всех, естественно, в уме. И до военной операции против России дело не дойдет, в этом нет никакого сомнения. Россия — это не Югославия. Но вслед за решениями Совета Европы, которые крайне для нас неприятны, но не губительны, если ситуация не изменится, последуют другие решения, в том числе экономические санкции, дальнейшее расширение НАТО на восток, перестройка НАТО уже теперь на противостояние с Россией, использование всех слабых
мест, которые у нас есть и в экономике, и в политике, и в военной области. И хотя до войны дело, безусловно, не дойдет, но последствия для нас будут крайне неблагоприятными. И делается это не потому, что хотят устранить какого-то конкурента на мировой арене. Кстати, мне кажется, коллега мой здесь противоречит сам себе, потому что Европа действительно завязана на нас. 40% своих энергоносителей она получает сейчас из России. Она не самостоятельно политически Европа. Она полностью под американцами. Можно я закончу? По-моему, преувеличение большое. Нет. Они зависят от России, они заинтересованы в экономических отношениях. Но, с другой стороны, на передний план выходят вот эти политические соображения, давление общественного мнения. Его не надо преуменьшать. Теперь по поводу России. В принципе, нам было бы просто эту проблему снять или, во всяком случае, ослабить. Для этого нужно было бы изменить тактику ведения операции в Чечне и начать предъявить условия и начать переговоры. Переговоры с тем же самым Масхадовым. Переговоры, которые бы заключались не в том, что мы опять уйдем из Чечни и оставим там все как есть, а переговоры направлены на предъявление ему политических условий, фактически, капитуляции, сдачи Грозного, разоружения формирования, всего того, о чем Яблоко сказала еще во время избирательной кампании в ноябре, за что мы пострадали, понесли большой ущерб, потеряли 50% нашей фракции сейчас в парламенте, но если бы мы сделали это тогда, продолжая военную операцию, открыли бы параллельный канал переговоров, то я уверен, что уже сейчас мы бы добились выгодного для нас решения проблемы. Без этих огромных потерь, без обострения международной ситуации. Продолжение операции сейчас, попытки взять штурмом Грозный, который боевики превратили в мясорубку для российской армии, уже позиции наши делают не такими сильными, как было в ноябре. Но еще не поздно это сделать. Через месяц-два уже и это будет сделать поздно. Поэтому сочетание военного давления и политического давления – это тот путь, который ведет к решению таких проблем. Просто военное решение невозможно, потому что даже если наши вооруженные силы займут Грозный, это вовсе не будет означать победы. Это не война с иностранным государством, где занятие территории автоматически означает победу. При борьбе с повстанческим движением, сепаратистским движением, занятие территории просто открывает для них возможность развертывания партизанских действий с огромными потерями, которые превратят Чечню в кровоточащую рану для России. Спасибо. Мы продолжим наш выпуск, нашу дискуссию о том, что происходит в Чечне и вокруг нее после короткой паузы. Шло как бы в качественно новое состояние. Неожиданно на нас обрушился просто шквал информации о том, что реальные потери, которые несут российские вооруженные силы на этой войне, намного больше, чем мы могли предполагать. А вот материал, который был показан на НТВ в минувшее воскресенье в моей программе «Итоги», материал, который для меня самого оказался неожиданным, поскольку корреспондент Борис Соболев буквально накануне выпуска вернулся из Ростова-на-Дону. Он всех просто потряс, потому что мы увидели реальные подтверждения того, что каждый день в Чечне гибнет гораздо больше наших солдат и офицеров, чем мы думали, чем мы знали из официальных сводок Министерства обороны, Министерства внутренних дел и других организаций, которые официально информируют общество о том, чего нам стоит эта война. Что же делать все-таки дальше? Во второй части нашей дискуссии, вторую часть нашей дискуссии, простите, мне бы хотелось начать еще с одного сюжета, который мы получили сегодня. Сюжет о недавних событиях в Аргуне. В ночь с 8 на 9 января отряд чеченских боевиков численностью около 300 человек блокировал комендатуру и железнодорожный вокзал в городе Аргун в 15 километрах восточнее Грозного. Первые кадры с места событий телекомпании получили на следующий день по каналам агентства «Рейтер». Российским журналистам открыли доступ к месту ожесточенных боевых действий спустя несколько дней. Обстановка полностью под контролем федеральных сил. На здании вокзала российский флаг. В город подтянуты значительные силы бронетехники. БТРы патрулируют улицы. Подробности произошедшего рассказывают военные. Буквально со всех зданий жилого сектора. Со всех. Были везде пулеметные гнезда. Снайпера, с территории завода снайпера.
Мы просили огонь руководство равнять. В Аргуне как случилось, никого не было, ребята там вели бой, там 2 дня, там, двое суток. Не знаю, кто за это будет отвечать, кто как, ребята полегли там, а что мы слышали по рации, что отряд, командир наш слышал, у него можно спросить, то есть принимался там, окажите помощь, а помощь 2 суток так ему не пришла вообще. Поэтому тут не согласованность. Также на трубном заводе тоже они кричали, связи с ними нет хорошей. У нас с войсками связи нет хорошей. Сейчас вот маленько начали налаживать. И все, ребята там, можно сказать, уже простились со всеми. Они кричали, все, нам головы поднять не дают. Все, ребята. Официальные лица неохотно делились информацией с журналистами. Кто-то говорил, что в ходе ожесточенных боев чеченские сепаратисты были выбиты из города. Другие утверждали, что сепаратисты сами ушли после авиа- и артиллерийских ударов. На днях завесу секретности вокруг аргунских событий приподнял Александр Петровских. Во время зачистки, значит, военнослужащие, которые были захвачены, значит, в Аргуне, в том числе, значит, погибший комендант Аргуна, значит, 2 солдата, которые были ранены, жители отдали. Точно так же, значит, вернули после этого еще 5. Все 200-е, как мы называем, отправлены, значит, по местам, Моздок и оттуда по местам. Осталось еще 11 человек без вести, мы считаем, пропавшие, то есть неопознанные трупы обгоревших машин. Уникальные кадры, принадлежащие британской телекомпании Independent Television News, позволяют судить о том, что и как происходило в Аргуне. Хроника войны с чеченской стороны. Оператор неотступно следовал за отрядом сепаратистов во время штурма Аргуна. Колонны выдвигаются к городу. Как видно, боевики хорошо вооружены, экипированы. Они передвигаются по открытой местности, чувствуя себя уверенно. На окраине города завязывается перестрелка с противником. Боевики быстро перемещаются и меняют позиции. За забором виден дым, подбита боевая машина пехоты федеральных сил. Оператор спешит снять редкие кадры. БМП обстреливают из стрелкового оружия, затем ее добивают из гранатомета, и она загорается. Видно, как у машины еще двигается гусеница. После боя в плен к боевикам попадают солдаты российской армии. Лежать, не двигаться! Руки поднять, один! Руки быстро! Руки поднимай! Откуда? Приказ. Приказ, да? Приказ, Ну вообще. Что стрелять начали? Мы не стреляли. Да и то. Что ты видишь? У меня автомат валяется, даже там ни одного патрона. Я даже могу показать. Нормально все, Сколько там человек? Пленных уводят, а боевики прочесывают местность. Следующие кадры не требуют комментариев. Есть кадры гораздо страшнее, чем эти, которые мы просто не решились показать. По официальным данным, в Аргуне федеральные силы потеряли 13 человек убитыми и 19 ранеными. Петр Равнов, телекомпания НТВ. Я добавлю, что сегодня официальные представители Министерства обороны и МВД предоставили Интерфаксу данные об общих потерях федеральных сил в ходе операции на Северном Кавказе. Согласно этим данным, с августа прошлого года в Дагестане и Чечне погибли 1173 человека и получили ранения 3487 военнослужащих из состава объединенной группировки. Кроме того, 53 военнослужащих числятся пропавшими без вести. Повторяю, это официальные данные, которые оспариваются многими общественными организациями и независимыми наблюдателями, которые утверждают, что потери эти значительно выше. И сейчас я хочу пригласить для продолжения дискуссии на тему о чеченской войне наших следующих 2 гостей. Это генерал Асланбек Аслаханов, председатель Президиума Союза народов Чечни, в прошлом один из руководителей Верховного Совета Российской Федерации. Прошу вас. И генерал-полковник Аркадий Баскаев, командующий Московским округом внутренних войск Российской Федерации. Здравствуйте, товарищ генерал, пожалуйста, прошу вас, ваше место. Я добавлю, что генерал-полковник Баскаев
в прошлую чеченскую войну был одним из руководителей объединенной группировки федеральных войск. Итак, вопрос, который я хочу задать вам обоим. Что вы думаете о том, как ведутся, как вы оцениваете ведение боевых действий с российской стороны, со стороны чеченских боевиков, и о чем говорят цифры наших потерь? Начнем с вас. Ну, операция началась, она ведется. Естественно, условия, в которых мы проводим сегодня, операция значительно сложнее даже, чем они были в 1994-1995 году. Потому что мы за 3 года дали возможность боевикам хорошо подготовиться, и они знали, что в этих условиях они все равно не останутся. И сегодня укрепленность Грозного, группировки, которые существуют на территории этой республики сегодня, они более оснащены и в военном отношении, ведь границы были открыты, они могли спокойно получать и современное вооружение, и все, что они сегодня имеют, и используя, так сказать, против федеральных войск. И кроме того, вот даже то, что я очень хорошо знаю Грозный, был там комендантом в 1995 году, и сегодня взятие, ведь проще Грозный брали даже в 1995 году, 1994-1995 год, если говорить, это 31 декабря, чем сегодня, потому что город в то время не был столь усилен, столь укреплен, как он сегодня. Отсюда и, естественно, сложность проведения операции. Ну, а цифры потерь? Цифры потерь. Вы знаете, я не могу отвечать за внутренние войска или за федеральные войска в целом. Я командующий войсками округа. Цифры потерь, я могу говорить о своем округе. Группировка войск округа, около 5000 человек, находится сегодня в Чечне. На сегодняшний день погибло 42 человека. Ну, это 1%, даже менее 1% погибших. Конечно, это большая цифра. Не имеет значения, сколько, 42 или 1 для матери, отца погибшего солдата, офицера или генерала. Это не имеет значения. Но эти потери, они главным образом сложились именно в Грозном. Потому что Грозный сегодня, как и тогда, когда кое-кто собирался брать его 2 батальонами, конечно, взять нельзя. И сегодняшнее, я, например, считаю, что несколько даже были, ну, недооценили, мы будем так говорить, противника в Грозном. И сегодня, насколько я знаю, после вот даже вчерашней поездки до начальника генерального штаба, министра внутренних дел, внесены определенные коррективы в проведении операции, которая сегодня проводится в Грозном. И действительно, попытка взять его, так сказать, вот просто так, как брали до этого, будем говорить, Аргун или Гудермес, оказалась совершенно, так сказать, не подтвержденной по данным, которые имели, что вроде мы его так просто возьмем. Поэтому сегодняшние потери, конечно, естественно, они возросли. И вот эти мои потери, моих подчиненных, это фактически все в Грозном. Ну, как вы, вот как военный человек, как офицер, относитесь к тому, что, возможно, потери занижаются, что от нас утаивают имена и фамилии? Возможно, я не берусь это утверждать, но слишком много данных, которые говорят в пользу этой гипотезы, что от нас, возможно, по политическим причинам утаивают и масштабы этих потерь, и имена людей, которые погибают, возможно, смертью храбрых. Конечно, скрывать это от общества нельзя. Люди должны знать то, что мы сегодня имеем реально. Конечно, есть какие-то были, так сказать, политические мотивы в этом плане, это никто не отрицает. Но я считаю, что, естественно, я вот, например, называю эту цифру, и во внутренних войсках, кстати говоря, эта цифра не скрывалась. Вы помните выступление «Эхо Москвы» замглавкома генерала Ковуна, он называл эту цифру. На сегодняшний день они цифры, в принципе, реальные абсолютно. Есть санитарные потери, кстати, о которых иной раз умалчивают, потому что раненые, у меня их, например, около 100 человек, и, конечно, не все из них выйдут живыми из госпиталя, к сожалению. Поэтому эти цифры у нас даже и меняются. Но я считаю, все-таки, действительно, цифры должны обозначаться полностью. Они были, кстати говоря, также о них говорилось даже в 95-м, 94-м, 95-м, 96-м году. Я помню, что в ту войну мы получали поименные списки погибших. Они есть и сегодня. Я думаю, что не сегодняшний день их оглашают. Я думаю, что это уже политика изменилась, и эти меры, которые сегодня принимаются, они обозначат то, что все-таки общество будет знать четко положение дел в Чечне на сегодняшний день. Ну а как вы думаете, и что подсказывает вам ваш опыт участия в первой чеченской кампании? Возможно ли достичь полной военной победы, особенно в той ситуации, когда
боевики переходят к тактике партизанских действий мелкими группами? Вы знаете, говорить о полной победе даже по окончании, если даже объявит о окончании проведения спецоперации, конечно, нельзя. Мы это всего достигли уже к марту 1995 года. Практически сегодня мы владеем контролем, осуществляем контроль над 80%. В Чечне тогда практически 100% Чечни было под контролем федеральных войск. Однако эта партизанская война велась и тогда. И поэтому сказать, что завтра, или там, будем говорить, даже говорить, там, 1 марта или 1 декабря 2000 года мы закончим операцию, нельзя. Это мое твердое убеждение. И поэтому просто нужно менять действительно после вот проведения этой акции, завершения ее, а ее нужно завершать. Потому что ради памяти даже тех, кто погиб уже. Сегодня остановить и вернуться обратно, вернуть тоже 96-й год нельзя. Надо завершить операцию и довести ее до конца. Другое дело, что дальнейшая тактика действий и стратегия даже государства в отношении Чечни должна быть иной. Ну, а вы что скажете теперь? Я предоставляю слово Асламбеку Аслаханову. Ваша точка зрения на то, как ведутся в Чечне боевые действия, какой выход из существующей ситуации? Вы знаете, у меня довольно вот такое тревожное, что ли, реакции даже на действия наших военачальников. С самого начала, изначально. Вы помните, заявления такие были серьезные, весомые, что мы сделали вывод из предыдущей войны. Мы подготовили, значит, наши воинские подразделения, что они в состоянии вести войну и в условиях гор, и в условиях чеченской местности. Изучили обычаи, традиции и так далее. Но война началась, знаете, вот у меня такое, по крайней мере, впечатление, что это война реванша была. Отдельным нашим полководцам снились лавры победителя, что они быстро победят там. И, наверное, докажут тем политикам, которые не позволили победоносно закончить войну в 1996 году. Это война мести. Это месть. И, наверное, этим объясняется то, что вот эта война шла все так, как не надо. Любое государство, когда воюет на территории, против которого выступает народ, они, наверное, делают все для того, чтобы в первую очередь завоевать симпатии народа, чтобы народ был на их стороне. А эта война была то же самое, что предыдущие утюжили все эти мирные села, мирные деревни. Политическое заявление, которое никогда военачальники не должны делать, о том, что... Вы помните, какая была реакция, когда Пуликовский заявил, что в течение 24 часов, если Грозный освободят, их проутюжат все. И нынешнее заявление, что от 12 до 60 лет мужчин не будут выпускаться по этим кордонам, как беженцы или как временно перемещенные лица, это практически пополнение тех, которые берут оружие в руки и помимо даже своей воли идут, пополняют эти отряды, которые тоже, оскорбляя русское офицерство, русских генералов, заявляют, что это война против банд формирует. Да что это за армия, которая столько лет воюет с бандой и не может с этой бандой справиться? Тогда нужно сказать, что тогда... Так с кем мы воюем в Чечне все-таки? С бандформированиями? Значит, я считаю, что в Чечне война идет в первую очередь против тех, которые в результате постоянных унижений, оскорблений, убийства своих родных и близких, разрушения жилищ своих, взяли оружие в руки, это в первую очередь. Но, безусловно, есть и международные террористы, есть и бандиты, есть отморозки, которые занимались работорговлей. Но прикрывается, что всех вмешать в одну кучу нельзя. Ну и другое, нужно быть откровенным. Есть же обыкновенная диалектика войны. Она проходит, по-моему, даже в высших учебных заведениях. Я не говорю в академиях, она в учебных заведениях. Соотношение потерь и гибели наступающего в отношении защищаясь всегда было где-то от 8 до 12 человек. Или 1 к 6 сейчас подсказано, наверное, сейчас это ближе к 1 к 6. И у нас, если просто сложить ежедневный свод, который докладывает, сегодня убито 100, 50, 80 человек бандитов, то, извините меня, так уже там населения-то не осталось. А если столько бандитов убито, сколько же убито этих парней, которые очень долго готовят, это отборные, их отбирают лучших из лучших наших ребят из спецназа.
Сколько же их, не за понюшку табаку, погибло. И когда говорят, что есть очень серьезная информация, размышления, что, как всегда на всех войнах делается, всегда потери занижаются, наверное, она имеет место. Асланбек Ахмедович, скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то идеи, рецепты, рекомендации, как развязать чеченский узел? Или его все-таки придется рубить? Хотим мы того или нет, надо садиться за стол переговоров. Мы неоднократно об этом говорили. Я скажу, что президент республики, он действительно был легитимно избран. И я скажу, что, наверное, ни один из пунктов Конституции он практически в отношении народа не выполнил. Хотя тут были объективные и субъективные причины. Не выполнил, но тем не менее он избран легитимно. Рано или поздно за стол переговоров нужно садиться. Если будут переговоры, они неизбежны. И, наверное, мешает, чтобы сели за стол переговоров, что это, откровенно говоря, наверное, и рейтинговая война. Наверное, поэтому за стол переговоров не садятся. Когда выборы закончатся, наверное, очень хотелось бы буквально перед выборами, за 2-3 дня до выборов, водрузить флаг над Грозным, что он побежден малым силам, малой кровью, а потом уже можно разбираться, что там дальше делается. А мы говорили, что нужно садиться за стол переговоров. Заявление о том, что Масхадов против борьбы с терроризмом, это неправда. Лично и кассету приносили, и заявление он на съезд прислал, что он хотел бы переговоры. И что он уже, болезнь у него там полевых командиров у него прошла, что терроризм, бандитизм, работорговля, республика несовместимы, что надо с ним бороться. И нас спросил, ну организуйте встречу. Но вот упорно, я не думаю, что Путин и Ельцин... Вы предпринимали какие-то шаги для того, чтобы такую встречу организовать? Безусловно. Мы писали об этом. И какой получили ответ? Никакого. Ответа мы не получили. Понятно. Спасибо, Асланбек Ахмедович. Мне сейчас хотелось бы послушать еще... Да, пожалуйста. Извините, Аркадий Георгиевич, пожалуйста. Ну, говоря о переговорах с Масхадовым, я считаю, что они сегодня, по крайней мере, не представляют из себя, так сказать, необходимости. Во-первых, Масхадов пришел в президенты Чеченской или Ичкерии под одним лозунгом – независимость Чечни. И сегодня вести какие-либо переговоры о прекращении боевых действий, о том, что Чечня остается в составе России и так далее, он не будет, эту тему совершенно, она не будет раскрыта. Во-вторых, я был личным участником переговоров с Масхадовым в 1995 году. Вместе с генералом Романовым с июля по октябрь месяц мы вели до самой трагедии с генералом Романовым. Вместе с ним я был заместителем и участвовал в этих переговорах. Эти переговоры дали нам только одно, что за это время боевики восстановили свои силы, сплотились и вновь начали фактически осенью 1995 года вновь боевые действия. И в-третьих, дело в том, что в нынешней ситуации Масхадов практически не управляет Чечней. Пример тому Дагестан. Басаев без всякого ведома с Масхадовым начал фактически террористическую операцию против Дагестана, и он и не слушал его. И сегодня фактически 90% полевых командиров не выполнит даже его решений о том, чтобы прекратить боевые действия и так далее. С Масхадовым надо разговаривать, да, переговоры надо вести, но военным языком. Ему нужно предъявлять ультиматум. И это должно быть сделано сразу же после взятия Грозного. Другого пути нет. И последующим, я повторяю, если мы вернемся к этой теме разговора, что делать дальше, это уже совершенно другая тема разговора. Вот как вы оцениваете, постарайтесь только коротко ответить, потому что время наше начинает потихонечку таять. А мне бы хотелось еще несколько человек обязательно услышать сегодня, из тех, кто сидит в аудитории, еще несколько гостей. Вот скажите, Аркадий Георгиевич, вот реально, на ваш взгляд, в нынешней обстановке в Чечне проведение выборов в марте? На мой взгляд, нет. Хорошо. Вот у нас здесь есть представитель Центра избиркома Сергей Даниленко. Скажите, пожалуйста, почему все-таки, на ваш взгляд, принято решение проводить выборы, и как это будет технически осуществляться в условиях, когда продолжается широкомасштабная военная операция? Речь идет о том, что выборы ведут президента Российской Федерации. Следовательно, те граждане, которые хотят и могут принять участие, им должна быть обеспечена эта возможность. И
Мы сейчас все время говорим о Грозном или Аргуне, но есть целый ряд северных районов, на которых вообще практически боевых действий не происходило. Гудермес, который вот в эти боевые действия, он, в общем-то, сдавался без боя. И, ну, еще ряд, так скажем, больших территорий, пусть это, может быть, не столь населенные, как это каким является Грозный, но там живут люди, они сегодня живут достаточно мирно, и они хотели бы принять участие в голосовании. О каком проценте населения Чечни идет речь? Мы сегодня не имеем никакой, конечно же, статистики. Именно комиссия, которая создана, комиссия Чеченской Республики, которая создана решением Центра избиркома, и вчера в Гудермесе прошло первое заседание этой избирательной комиссии, избран председатель, избран секретарь комиссии, распределены обязанности между членами комиссии, и сегодня они уже выехали в ряд районов Чеченской Республики. Кстати, выехали без какой-то там вооруженной охраны, так скажем, да, с помощью военных, но эти люди перемещаются свободно, спокойно на той территории, которая закреплена за ними, для того, чтобы провести работу по формированию территориальных и участковых комиссий. Да, там, где это будет возможно. И вы полагаете, что могут быть обеспечены действительно свободные демократические выборы, свободные волеизъявления граждан в тех условиях, которые реально в Чечне существуют? Не на всей далеко, конечно, территории, но возможно. Ну, скажем, в Гудермесе. Да, конечно. Я разговаривал со многими. Я был вчера в Гудермесе, я разговаривал со многими чеченцами, жителями Гудермеса. Сегодня, кстати, ко мне подходили ряд людей, которые сегодня осуществляют сбор подписей в поддержку одного из кандидатов там на территории. Даже сбор подписей? Да, даже сбор подписей. Ну что ж, спасибо. Мне бы хотелось услышать мнение еще одного человека, которого мы пригласили сегодня в гости в нашу аудиторию. Это Валентина Мельникова, представляющая комитет солдатских матерей. Вот вам вопрос, который я в первую очередь хотел бы задать. Все-таки как вы оцениваете те цифры потерь, которые я сегодня называл, ссылаясь на официальные данные, которые мы получили через Интерфакс? Число погибших и умерших от ран военные занижают в 3 раза как минимум. Число раненых занижается как минимум вдвое. Я с уверенностью говорю об этом, потому что каждый день к нам приходят анкеты из наших региональных комитетов. В областях уже известно о погибших, то есть те, кто уже похоронен, на кого есть документы, от 30 до 60 в каждой области. Поэтому я считаю, что потери скрываются так же, как и в ту войну. И единственная возможность – это собирать списки, тоже как в 95-м, 96-м, вот снизу, от родителей, от организаций. Простите, что перебиваю вас. Еще раз попробуйте рассказать, как устроена технология вашей работы, как вы получаете те данные, те цифры, на основании которых заявляете о заниженности официальных. В наш союз комитетов солдатских матерей входит около 300 организаций. В конце ноября мы во все организации разослали примерные анкеты, чтобы родители и наши женщины-активисты заполняли на погибших и пропавших без вести. И вот сейчас часть анкет пришла, часть анкет еще в пути, но люди звонили. Приблизительно из половины областей мы имеем эти цифры. В Москве меньше погибших, в Мурманской области пока только 8 человек. В Карелии известно о 3. Но Сибирские области, Челябинская, Екатеринбург, Свердловская область и черноземные потеряли почти по 60 человек каждая область. И это, я подчеркиваю, это до боев в Грозном и вот этой страшной мясорубки в Аргуне и Шали. И я говорю еще о пропавших без вести, про которых вообще никто не упоминает. Нет, сегодня называл цифра 53 человека, пропавших без вести. Вот это официальные данные, я их цитировал. Только по тому сюжету, который не полностью был сейчас на экране, можно было видеть, что 8 тел
погибших и сожженных вот из этих вот 4 экипажей там лежат. Это только то, что было на пленке. На самом деле намного больше мальчиков там осталось в грязи, и это, к сожалению, вот стандартный подход. И поэтому я прошу, чтобы мы были народом, а не офицерами Генштаба. Мы должны понимать, какой ценою вот эти вот заявления наших политиков и военных достигаются. И в любом случае права человека, будь это бабушка, будь это ребенок, будь это солдат, должны соблюдаться. Жизнь человека – это самое главное, и это неотъемлемая ценность. И если Россия – государство правовое, она должна это защищать. Поэтому комитеты солдатских матерей уверены, что необходимо начать переговоры. Мы сообщили наше мнение, в том числе и Совету Европы, и я думаю, что оно было учтено при том, как этот вопрос рассматривался. И мы считаем, что невозможно воевать на земле с народом, который хочет свободы. Какой выход? Выход в любом случае начать переговоры и сделать какие-то шаги. К сожалению, было упущено, извините, конкретный вопрос. Я все-таки представляю комитет солдатских матерей, а не правительство и не президента. Об этом тоже нужно помнить. Если политики не могут ничего сделать, пусть они уходят, пусть приходят другие люди. Спасибо, Валентина Никитина. Еще один человек, которому мне хотелось бы сейчас непременно предоставить слово, это корреспондент общей газеты Анна Политковская, которая буквально накануне вернулась из Чечни, из последней командировки в Чечню. Аня, расскажите, пожалуйста, что вы там увидели? Какая реальная картина того, что там происходит? Я обозреватель «Новой газеты». Ой, простите, пожалуйста. Да, я перешла. Ну, это как бы от каждой командировки до следующей, это все страшнее и страшнее впечатления. Я человек абсолютно мирный, гражданский, и меня прежде всего интересуют судьбы гражданских людей, мирного населения, которое страдает так, что не дай бог кому-то из нас оказаться на их месте. Когда господин Митрофанов сообщил про бабушку, я подумала о том, какую реакцию это будет иметь в лагерях беженцев. Там есть телевидение, там смотрят программу эту очень активно. В общем, я могу сказать, что завтрашний день пройдет на Волокордине, которого нет. Да? Люди будут лежать с сердечными приступами, бабушки, дедушки, 40-летние мужчины, которые там почему-то все время в прединфарктном состоянии от того, что их родные нет известий или их погибли. Я думаю о десятках детей с отрезанными конечностями, ампутированными, которые находятся в больницах Ингушетии. Кто будет нести ответственность за их будущее? Я думаю о русских женщинах с также ампутированными конечностями, находящихся в тех же ингушских больницах, пострадавших при бомбежках Грозного. Я ненавижу батальные полотна, я очень люблю детали. Я уважаю детали, потому что именно на деталях проявляется наша человечность. Меня вообще поразил тон данной программы. Он такой спокойный, как будто бы мы являемся парламентариями Совета Европы. И вот мы с холодным разумом, с таким же холодным сердцем обсуждаем дела в стране Мумба-Юмба. И вот как там у них кто разбирается друг с другом? Это наши люди. Они находятся в состоянии одичавшем, безусловно. И я не хочу сейчас употреблять слова о геноциде чеченского народа или о более громких словах. У людей течет одна кровь. Это геноцид нашего народа в чистом виде. Кто завтра будет делать протезы сотням мирных жителей? Кто ответит за бомбардировку Шали, которая была в день вхождения туда боевиков, когда на центральной площади были собраны люди, якобы для получения пенсии, и удар ракеты «Земля-воздух» пришелся именно там, туда, на эту площадь, где находились люди, пришедшие получать. А кто их собрал, простите?
Ну, администрация. Было объявлено, ну, как всегда, по голубиной почте в таких краях. Кто за это ответит? Кто ответит за судьбу пятилетней Лианы Шамсуддиновой, которая находится в Галашкинской районной больнице, родители которой поверили словам федерального командования о том, что можно возвращаться в Урус-Мартановский район, в село Мартанчу, якобы зону безопасности, и вернулись 29 декабря. А 3 января от всей семьи осталась одна 5-летняя девочка. Тяжелейшими ранениями находится оставшийся сиротой ребенок. Эти люди вернулись в свое село. Я могу сказать, что в этом же положении сегодня находятся тысячи беженцев. Им говорят: возвращайтесь в свои села. Слава Богу, что большинство из них не верит, потому что, когда они возвращаются, начинаются новые обстрелы и бомбежки. Это война не генералов, и я это абсолютно точно знаю. Это война майоров и полковников. Каждый майор в своем маленьком подведомственном майорском заведении, скажу так, то бишь соединение, ведет свою политику. И так же, как среди нас есть каратели в душе, очень жестокие люди, добрые и очень добрые, точно так же офицеры на войне. Я встречала карателей, очень жестоких, добрых и очень добрых офицеров. И от этого зависит жизнь сотен мирных жителей. От этого, не от того, что сделал или подумал Квашнин, Манилов, Естржемский или еще какая-нибудь другая... Я понимаю ваши эмоции, Аня, вы только что там побывали. Да, пожалуйста. Сегодня эту войну никому не выиграть. Это преступление сегодняшних властей, политиков и генералов. Генералы не бездумные исполнители преступных приказов сегодня уже. Они должны задуматься, чем они занимаются. Они уничтожают остатки нашей российской армии там. Стянуто около 140 тысяч наиболее боеспособных частей к Чечне. А кто воюет? Стриженные мальчишки. Против них выставлены профессионалы. Да, они будут убивать и убивать чужаков. И ненавидеть россиян, русских. Эта война будет на уничтожение. Что делать? Что делать? Сегодня есть два пути, хотя один уже исключен. Это подсказывали сталинский. У нас нет ни сил, ни возможностей. И второй, вы допускаете такой путь? Он невозможен, он был бы лучшим. Было бы уничтожено меньше. Их бы отослали на лет 25-10 в Сибирь. Вернулись бы, были бы немножко поспокойнее. Вам не кажется, это кощунство? Возможно. Но были бы люди живы, и наши, и чеченцы. Второй путь. Я сказал, первый путь невозможен, хотя теоретически можно о нем говорить. Второй путь – это экономико-политический. То есть сегодняшняя абсолютнейшая блокада Чечни, что не сделали чуть ли не уже 10 лет. И не делают наши власти, и не делают генералы, никто. Второе, политически, да, сегодня Россия настолько и власть, и военные обессилены. Придется с 2000, если их так называют, боевиков переговаривать на равных. И второе, последнее, по-моему, самое главное. Путин, исполняющий обязанности президента, поднял свой рейтинг на начале этой войны. Эта война будет его могилой политической. Спасибо, ваша точка зрения понятна. Вот мне бы хотелось послушать еще Павла Фингульгауэра, одного из наиболее авторитетных наших российских военных обозревателей. Ну, понимаете, ведь эту же войну планировали, как сейчас сказали, с марта. И планировали ее для того, чтобы занять северную половину Чечни и установить блокаду. В принципе, с военной точки зрения, эту задачу можно было выполнить. Сил для этого, в общем, было, чтобы установить там действительно жесткое кольцо и занять северную половину. Другое дело, привело бы это к политическому решению или нет, скорее всего, нет. Но выполнить это можно было. Но когда с теми же силами, которые были только на верхнюю половину Чечни, пошли на Грозный и в горы, катастрофа стала совершенно неизбежной. Поэтому сейчас единственный выход – отходить от Грозного, выходить из гор, опять попытаться сделать, отвести войска и начинать, конечно, переговоры.
То есть создать какую-то более-менее жесткую оборону с резервами. Ну, другого выхода нет. Потому что иначе наша армия просто сейчас на глазах распадается. То, что произошло с генералом Малафеевым, это очень серьезная вещь. Это первый звонок. То есть генерал боевой попытался повести солдат, которые не хотели идти в атаку. Они не только за ним не пошли, они его бросили. Такого не было за 1000 с лишним лет истории российской армии и государства. Армия просто распадается в вооруженный сброд. Это может привести к катастрофе, если сейчас войска не отвести немедленно. Спасибо. Да, Александр Михайлов. Сейчас, одну секунду. Я просто хочу напомнить, что первая ваша программа была посвящена тоже чеченской проблеме, и если тогда проводился опрос, и подавляющее большинство опрошенных свидетелей, так сказать, поддерживали те действия, которые предпринимает российское руководство в Чечне. Честно признаюсь, что сегодня вот все обсуждавшие, мы фактически перешли в 95-й год. Все проблемы, которые сегодня обсуждаются, риторические вопросы, которые задаются руководству страны, военным, просто, так сказать, высказывается точка зрения, они все были в 95-м году. Вот Павел сказал о том, что нужно выходить, и потому что армия распадается. Я глубоко убежден, что мы оказались в патовой ситуации. Если мы выйдем, армии у нас не будет уже никогда вообще. Это, так сказать, моя точка зрения, потому что я глубоко убежден, что самые большие потрясения у армии связаны с ее, так сказать, отходом и поражением, признанием. Конечно, сегодня мы много говорим о переговорах, но я глубоко убежден до того момента, честно говоря, для меня, например, была неожиданность, и после того, как было заявлено о санитарном кордоне, мы перешли на север, на противоположную сторону Терека, сейчас мы берем Грозный. Я вот, честно говоря, не могу понять до сих пор... Вы как-то очень вольнодумно выражаетесь для одного из руководителей Росинформцентра. Я просто напомню тем, кто, может быть, не очень хорошо знает Александра Михайлова в лицо, что генерал-лейтенант Александр Михайлов в прошлом занимал высокие должности в системе ФСБ, и в МВД, и в правительстве. Вот сейчас руководит Росинформцентром. В известной степени. Вот. Но, тем не менее, для меня, например, была это неожиданностью. Я до сих пор не могу понять, в чем стратегическая задумка, связанная с взятием Грозного. Вот как человек, который, так сказать, наблюдает это все дело, я не могу понять это. Зачем? Зачем нам Грозный? В том виде, в каком он есть. Восстанавливать мы его не будем, и его не восстановит уже никто. Значит, доказать свою силу, повесить флаг, поставить флаг. Я думаю, что здесь, безусловно, нужно завершать военную фазу операции. Но меня больше всего тревожит другой момент. Может получиться так... Завершать военную фазу операции вы имеете в виду, что дальнейшие боевые действия в том виде, в котором они ведутся, становятся бессмысленными, так что ли? Нет, я думаю, что нам нужно завершать операцию таким образом, чтобы добивать то, что можно добить, и переговаривать с тем, с кем можно переговариваться. В противном случае мы оказываемся в идиотской ситуации, потому что, первое, мы не можем вести переговоры с Масхадом. Совершенно очевидно, который человек практически не владеет ситуацией вообще в своей республике. Мы не можем вести переговоры с полевыми командирами, которые, так сказать, опять-таки будут декларировать одни точки зрения, делать будут совершенно прочее. Но, тем не менее, мы должны каким-то образом... Меня тревожит другой момент. Вот сейчас армия скажет, мы освободили территорию Чечни, и мы уходим, оставляя все на внутренние войска. Вот в этой ситуации будет уже полное поражение, будет полное, так сказать, разложение армии. И внутренних войск, кстати говоря, то же самое. Ваша точка зрения понятна. Сейчас мне хотелось бы обратиться к аудитории. Вот Александр Михайлов совершенно справедливо вспомнил о том, что в одном из самых первых выпусков нашей программы, если не в самом первом, мы тоже обсуждали ситуацию в Чечне, проводили голосование с помощью той электронной системы, которой оборудована эта студия. И тогда большинство собравшихся высказались за те военные жесткие силовые меры, которые начало принимать минувшей осенью российское правительство, российское руководство. Вот тут много вопросов, которые бы хотелось задать, но время наше совсем уже подходит к концу. Вот вопрос, как вы считаете, вот эта война в том виде, в котором она ведется, в том виде, в котором она продолжается, она пользуется по-прежнему поддержкой в обществе? И не оборачивается ли она против человека, который выстроил свой
небывалый в обществе авторитет против нынешнего исполняющего обязанности президента Владимира Путина. Не может ли она пойти Путину в ущерб? Да, пожалуйста. Сейчас у нас один выход. Нужно вести переговоры. Другое дело, с кем нужно вести переговоры. Но то, что это геноцид и собственного народа, и чеченского народа, это однозначно. Что еще хочу добавить? Сейчас переговоров не будет. Они будут, в дальнейшем они все равно будут. Чеченцы могут сейчас просто уйти из Грозного. Их не будет, они рассосутся. Вроде бы наша победа. Но вот, как правильно генерал сказал, и до декабря, и до 2003-2005 года, когда новая молодежь придет, война не закончится. Но переговоры в ближайшие месяцы, до мая, до марта не будет. Это падение рейтинга Путина. Это значит... Извините, я вас перебью. А вы за кого будете голосовать на президентских выборах, если не секрет? Только не за Путина. А, скажем, 6 месяцев назад за кого вы собирались голосовать? В сентябре? Только не за Путина. Я считаю, что, ну, во-первых, вряд ли это отразится на рейтинге Путина, то, что вот... Вряд ли? Да, я думаю, что вряд ли. А с другой стороны, вообще вот я лично как поддерживал сначала действия нашего правительства, вот, и в настоящее время уже исполняющий обязанности президента России Путина, так и поддерживают и до сих пор. Потому что я считаю, что в конце концов пора этому положить конец, то, что происходит. Но с другой стороны, на самом деле есть, конечно, демократические определенные нормы, и, наверное, все-таки есть какие-то другие пути решения этой проблемы. Спасибо. Ну, например, Чечня... Это... Спасибо. Мне еще один вопрос позвольте задать здесь присутствующим. Вот этот наш гость сказал, что как поддерживал Путина, так и поддерживает. А вот скажите, если в аудитории люди... Я понимаю, всем хочется выступить, но, пожалуйста, поднимите руки те, кто вот тогда, прошлой осенью, Путина поддерживал, а сейчас передумал. Я хотел сказать, что я поддерживал Путина, когда начиналась эта кампания, потому что я считал, что действительно этот узел нужно разрубить. Он был недорублен, так скажем, вот, в конце прошлой чеченской кампании. Но реально, как мне кажется, сейчас... Я не согласен с методами ведения этой войны. Я согласен с сутью этой войны, но я не согласен с методами ее ведения. Именно поэтому я в настоящий момент, так скажем, у меня есть колебания по поводу того, буду ли я за него голосовать, и, скорее всего, вряд ли. Спасибо. Я хочу сейчас передать слово нашим гостям, генералу Баскаеву и генералу Аслаханову. Вот как бы заключительное слово, по минуте, может быть. Я хотел бы несколько слов абсолютно. Во-первых, вы знаете, у нас несколько короткая память. Вот девушка совершенно правильно сказала. Мы забыли, да, взрывы в Москве не подтверждены, но у нас есть подтверждение Дагестана. И то, что там жертвы, там дети, там женщины погибшие, там инвалиды. И завтра это снова может прийти. Ведь сегодня опять есть информация, готовятся опять очередные взрывы домов. И мы забыли об этом. Я совершенно согласен, что не должны гибнуть ребята. Я, например, вполне за то, чтобы немедленно приступили к формированию профессиональной армии. И вот член комитета солдатских матерей, она абсолютно права. Для того, чтобы эту операцию в дальнейшем, она ведь, повторяю, будет не один день. Должна быть группировка профессиональной армии. И сегодня, к сожалению, правительство и, кстати говоря, Государственная Дума к этому так и не подошла. Законодатели в том числе. Надо вводить положение, чрезвычайное положение. Сегодня военных поставили в ситуацию, когда они нарушают закон. В республике должно быть введено чрезвычайное положение, должна быть приняты законы Государственной Думой. Сегодня это первый вопрос, который должен быть приниматься законодателями. И тогда военные выполнят свою задачу. Во-вторых, я повторяю еще раз, сегодня бросить тех же ребят, которые там погибли, тех же, которые там отстреляли, и завтра снова ждать взрывов домов, ждать нападения на Ставропольский край, как это уже было, походы Басаева опять по Буденновску и так далее, мы придем опять к этому. Если сегодня мы не завершим операцию, я повторяю, огромнейшая, и правильно говорят, не военные, а политики должны решать дальнейшую задачу. Вместе с ними создание группировки войск и внутренних вооруженных сил на территории Чечни, опять-таки, повторяю, профессионалов, не солдат, полугодичников, которых туда сегодня отправляют. И решение проблем экономических задач. Народ, тут тоже надоела война. Она никому не нужна там. И я тоже был в Чечне, я тоже знаю о положении людей. Им надоели, кстати говоря, и те же бандиты, которые последние, особенно 1,5 года, фактически терроризировали в том числе все мирное население Чечни. Это далеко не так все просто, как представляется. Поэтому мое мнение, все-таки завершение операции и военным путем, и включение в это политиков всех уровней. Начиная от корреспондентов и заканчивая и МЧС, и Миннадса,
и Министерство просвещения, и здравоохранения, которые должны быть сегодня там, в каждом населенном пункте, как военные. Вот тогда можно многие проблемы решить. Тогда люди повернутся, чеченцы повернутся людям лицом к стране, к России. Только в этом случае можно будет завершить все. Спасибо. И вам в заключение слово, Асланбек Ахмедович. Ну, первое, я хотел бы во многом поддержать здесь товарищей, которые говорили. Вообще произошла парадоксальная ситуация в Российской Федерации, когда представители высших органов власти после совершенного террористического акта в Москве собрались в Государственной Думе и постановили считать, что теракты совершили чеченцы. Постановили. До эпицентра взрыва не дошли, какой взрыв был, не знаю, что взрывали, неизвестно, но уже постановили. И серия остальных террористических актов носила тот же самый характер. Ни по одному делу, ни одного чеченца не было. Хотя как ни пытались притянуть, не нашли. Это раз. Второй, категорически не согласен, что не знали, что Ботлях пойдут. За 2 месяца до этого газета независимая газета написала. Всю сценарий даже написала, как будут входить Басаев, Хаттаб, туда. Это была прелюдия подготовки войны в Чечне, чтобы подготовить общественное мнение, что чеченцы генетически бандиты, что недостойны никакой участи, что можно начинать войну. Это первое, что было. Второе, что я хотел бы сказать. Мы вот начали говорить, а есть ли какой-то механизм, чтобы переговоры дали какие-то позитивные результаты. Но начал же Малик Сайдуллаев нормальные переговоры. Договорился, по-моему, встречался с 22 или 24 полевыми командирами. Готовится к встрече с Масхадовым. Поговорить с ними, потому что эти террористы, эти работорговцы 95% воровали чеченцев. Мы от них страдали больше всего. И почему с ними не переговорить, чтобы они, Масхадов призывает вместе с ними, с этими полевыми командирами, они начинают те, которые паразитируют в этой республике. Но почему упорно не хочет Россия идти на это? Почему ставят немыслимые условия? Пускай разоружит, говорит, бандитов, террористов. Да никогда не разоружатся они. Поэтому нужно все-таки переговоры, нужно идти. И последнее. В отношении чеченцев, да, геноцид. Чеченцы не выездные, чеченцы не могут, беженцы, проехать по территории Северной Осетии, особенно Кабардино-Балкарии. Даже люди с московской, там, другой пропиской. Никуда их не принимают. Ни один регион не взял к себе людей-беженцев. А в отношении заявлений ОБСЕ и так далее, что, ну, извините, из Косово более 100 тысяч людей забрали в разные государства, чеченцам запретили даже эмигрировать, даже чеченцам, для которых Россия стала мачехой. Никого никуда не пускает. Поэтому геноцид идет. Спасибо. Спасибо. Ну и я в заключение хочу